Ингушским экологам стало известно о загрязнении реки Сунжа. Причины, как выяснилось, в неисправности очистных сооружений. Усугубили ситуацию жители, которые провели к руслу реки трубы со сточными водами. На месте разбирались сотрудники Минприроды и ответственные службы во главе с исполняющим обязанности первого вице-премьера Ингушетии. Зелимхан Калоев расскажет. Сплошные противоречия, а проблема одна, причем весьма серьезная. На кону возможна экологическая катастрофа, если своевременно не предпринять грамотные шаги для решения этого вопроса. Дело в том, что очистные сооружения Карабулак работают неисправно и не в должном объеме. К тому же сюда подвели левые трубы со сточными водами. Вот новостройки. Район новостроек, Мальтес, вот это все на этой трубе сидит. Ну, вчера, я очистной бог, да, ну там бог бажирш. Любое время подойди и посмотри. Центральный коллектор, центральный коллектор, центральный коллектор, лакают. Когда вы врезались, контур-уклон взяли, пересадили вниз. Несанкционированные врезки обещали перекрыть, так как они незаконно подключены и мешают работе очистных сооружений. Однако сам объект не функционирует так, как надо. Сюда не заливают специальные бактерии, которые должны обеззараживать воду, а значит и запаха не должно быть. Бактериальная обработка еще. Бактериальная обработка. Бактериальная обработка. Хочу на выходе ходить, выход я пока. Да, ладно. Хлораторные установки. Бактерии здесь должны быть. Но здесь, что бактерии залить, ты видишь, объемов нет. Запустить дядя HD, никто нас не принимает. Это должно все наполниться. Должны запуститься бактерии. После этого она попадает в эти отстойники. Она отстаивается. На выходе она хлорируется. Это то, что должно быть. Да, но на данный момент, ешь сброс, я чах. Смущает экологов и то, что тут мало воды, а некоторые отсеки и вовсе не работают. Конечный результат после всех стадий обработки нечистот оставляет желать лучшего. Именно в эту емкость вода должна поступать после всей стадии очистки. То есть, как говорят специалисты, она должна быть кристально чистой и очищенной. Но насколько эффективно работают очистные сооружения, можно судить вот по этой картине. Ситуация находится на личном контроле главы Ингушетии, который поручил исполняющему обязанности первого вице-премьера региона разобраться и представить ему отчет по данному вопросу, а также пути решения проблемы. Магомед Евлоев возмущен тем, что представители водоканала не сообщили о существующих трудностях, ведь по представленным в правительство документам все было хорошо. У меня информация, доклад письменный о том, что у вас бактериально все проходит, все идеально, все хорошо. 285 и 293. Сейчас я уголовный кодекс от правительства откуда? Ну, фуди, мишки дочь. Ще был бы жёч, а был бы же мишки дочь. На данный момент у нас а я знаю. Сукя нужно дочь, когда Сузбать, хавину. Нет. Все нормально. Я пришел, этого нет. Вы мне говорите, что вы налаживаете. Если мы на момент проверки его сбрасывать будем завтра, послезавтра, через месяц, через два, приходите, проверяйте. Мы завезем сюда и бактерии завезем. Мы завезем сюда все, что необходимо. Это очистные приведутся в соответствии. Когда мы уже начнем сбрасывать в речку. Эко-беда раскрылась после жалоб жителей о том, что река Сунж загрязняется с каждым днем. Вот труба, из которой нечистоты попадают прямиком в водоем. Она находится на балансе Ингушского водоканала, представители которого заявили, что к центральной трубе присоединились третьи лица, и очистные сооружения тут не при чем. Поскольку грязная вода из этого объекта начнет попадать в водоем только после еще одной обработки биобактериями. Так или иначе, вопрос остается открытым. Я вам даю время, неделю еще, устранить все эти проблемы. Хорошо, проблему мы закроем трубу. Вот это если это решение. Да, если это решение. Но это не решение. Пусть Карабулак что-то скажет. Я тягиваю ваши проблемы. Хорошо, вот смотрите, мы закрываем трубу, завтра все эти фекалии пойдут в воду. Если начнет вот это затапливать, да, сегодня они приносят бумагу, да, вам, говорит, прокуратура будет предъявлять что?
у вас здесь посторонний запах идут. А когда вот эти земельные участки выделяли рядом с очистными сооружениями, где была эта прокуратура? Здесь собрались представители Росприроднадзора, Минприроды, Минстроя, Водоканала и администрация Карабулака с задачей решить проблему эффективным способом. Вы хотите, чтобы вы подняли груз, который мы не сможем поднять? Представители Минприроды не до конца верят, что вода из очистных сооружений не поступает сюда. Но как бы там ни было, ясно одно – вода загрязняется и объект работает неисправно. Проверив данные очистные сооружения, мы нашли огромное количество нарушений. В этой связи нами будет предпринято все меры для устранения обнаруженных нарушений и впоследствии, чтобы вода, которая попадает с конденсационных очистных сооружений в реку федерального значения Сунжа, проходили все необходимые обработки. Водоканал был хойбу, а проблем яхтёх, я хочу каврес кожмар, но то хам хой проблем, я легко футхо, молко специалисты ж был, сабяка хуже, может был бы без очистной, анц элементар, анц вяжече, тахан вяар, дахатече проект. Очистной проект еще какой проект яцак. С проект яцак фухол. С проект очистной при эксплуатации очистных фудидис. Может эксплуатировать дидис. Химичар хашто, мичар ардо, может обеспечивать дидис. Масбактерии, фудис, мощный смели. Дырик отец проект азей. За ардуат шалче ар может эксплуатировать. По аналогии ар эксплуатировать сюда, ар может эксплуатировать. Туна хатер очистной ди. Я был хата безир хи бехда дуатиш. Хи самое главное, я хи اسمه خيط انخيده اس انخيده ديك горных خيده но основное миллион населения в республике Дукай население проживает даже Сунжа них и проживает даже. Как выяснилось ранее, специалисты уже проводили отбор проб реки Сунжа, и результаты оказались далеко не положительными. Код здесь Росприроднадзор, Роспотребнадзор, Сархабяка бяка анализ ЖЭОС, анализ превышения предельно допустимых концентраций загрязняющих веществ Архамды для ЦАТОС. Ущерб рассчитывает для Ашбохбяпос. В свою очередь в Минстрое заявили, что окажут своей подведомственной организации всевозможную поддержку. Сейчас в Министерстве строительства и ЖКХ Ингушетии ходатайствуют о выделении необходимых средств через федеральный центр для реконструкции очистных сооружений. Минстрой Ингушетии направил информацию в Минэк России о том, что нам необходимы федеральные средства, так как у нас бюджет республики ограниченный, не хватает средств из-за дотационности. Направили Минэк России информацию о том, что нам необходимо провести реконструкцию, модернизацию, также и строительство новых очистных сооружений. Также мы направляем информацию в Минстрой России. Обращались за подписью главы заместителя председателя правительства Российской Федерации. Также дано поручение соответствующим органам Минстроя России, Минэк России рассмотреть предложение Республики Ингушетия. Все проблемы рассмотрят детально, и пути их решения будут разбирать на совещании с исполняющим обязанности первого вице-премьера Ингушетии Магомедом Ювлоевым. Вся информация будет передана главе субъекта. Зелимхан Калоев, Магомед Белакиев, Новости 24.